Во всем мире в средствах массовой информации новостью номер один становится оперативная информация о катастрофических последствиях в населенных пунктах из-за природных стихий. Наводнения, ураганы, пожары охватывают все новые территории, уничтожая все живое на своем пути и нанося огромные экономические потери. Земля – наш общий дом, и каждый житель ощущает на себе влияние климата. Сама природа позаботилась о жизни на планете. Леса и растения, поглощая углекислый газ, выделяют кислород, необходимый для всего живого. Но уже на протяжении многих лет происходят изменения природы, вызванные промышленной деятельностью человека на планете. Глобальное потепление всего на 1 градус принесло небывалую жару за всю историю метеонаблюдений. В результате высоких температур создаются условия для возникновения природных катаклизмов, масштабных пожаров, наводнений, ураганов и засухи. Огромное количество углекислого газа попадает в атмосферу в результате горения лесов и торфяника. Это вызывает обеспокоенность ученых всего мира. Сегодня мы постараемся найти ответы на вопрос причины и последствия лесных пожаров и какое влияние окажут пожары на экологию Якутии. На площади всей планеты леса занимают более 4 миллиардов гектаров земли. Это треть всей суши, и 20% из них расположены на территории Российской Федерации, что составляет более 800 миллионов гектаров. По площади лесов Россия находится на 1-м месте в мире. 3/4 из них – тайга. Самый большой по территории субъект Российской Федерации – Якутия – покрыта лесами на площади 255 миллионов гектаров. Здесь, в зоне вечной мерзлоты, расположены 3 географические зоны – тундра, лесотундра и таежные леса. Это одно из редких мест на Земле, где природа за много веков адаптировалась к суровым климатическим условиям. Здесь сохранились в первозданной чистоте удивительные, уникальные флора и фауна Севера. Для коренного населения лес – это жизнь. Лес укрывает от палящего солнца, дождей и лютых морозов. И поэтому истори, большая часть жилищ и строений в Якутии – деревянные. Лес кормит и одевает. Здесь каждый мужчина – охотник, обеспечивающий семью мясом диких животных, обитающих в лесах, и рыбой. И в старину, и сегодня охота, рыбалка плюс сбор грибов и ягод – традиционные способы добычи питания на севере. Лесные ресурсы Якутии – ее главное богатство. Из-за удаленности и слаборазвитой инфраструктуры доля промышленных предприятий на территории республики, загрязняющих атмосферу, минимальна. Зато гигантские отходы производства и жизнедеятельности, граничащих с ней сибирских промышленных комплексов, а также мегаполисов стран Восточной Азии в виде углекислого газа перезаполняет атмосферу планеты. Биоресурсы Якутии, растения и деревья поглощают углекислый газ и формируют безопасный для человека баланс в воздухе. Тайгу
недаром называют зелеными легкими планеты, а ее состояние напрямую отражается на глобальной экологической обстановке Земли. Ну, по подсчетам ученых-биогеохимиков, территория Якутии выбросила столько углекислого газа, сколько выбрасывает это Германия в течение года. А Германия считается в Европе самым крупным загрязнителем атмосферы. Вот такой негативный вклад вообще планетарной экологии внес вот это наша республика вследствие вот этих огромных пожаров. Просыпается природа. Солнечные лучи согревают землю, появляются первые почки на деревьях, журчат ручьи, прилетают перелетные птицы. Постепенно наступает летняя жара, а в Якутии с ее резко континентальным климатом температура воздуха достигает 30-40 градусов выше нуля. В такие жаркие дни в лесу сухие ветки и валежник становятся природным порохом, который готов вспыхнуть из-за одной искры. С конца мая 2021 года в разных районах Якутии один за другим начали возникать пожары. Несколько месяцев на всех федеральных каналах новости начинались как сводки с фронта. Огонь охватывал все новые территории. По определению, пожар – это неконтролируемый процесс горения, приводящий к уничтожению материальных ценностей и создающий опасность для здоровья и жизни людей и интересов общества и государства. По горимости лесопожарная обстановка, которая была в республике, это самая высокая на территории Российской Федерации. В течение сезона зарегистрировано 1700 лесных пожаров на территории лесного фонда. На площади 8,8 миллионов гектар. И горимость была очень высокой на протяжении всего пожароопасного сезона. Если раньше у нас горело там 3, 4, 5, 8 районов в республике, то в этом году практически все районы горели, имели лесные пожары. Постоянно это 19 районов, около 19 районов, при котором приходилось принимать меры по тушению. Лесные пожары были всегда. Как считают многие ученые, это своего рода санитарная очистка растительного покрова планеты, позволяющая на выгоревших местах появляться новой молодой поросли. Сама природа у нас, она издавна, давным-давно уже сосуществует с лесными пожарами. Лесные пожары, это, к сожалению, они были, есть и, к сожалению, будут. Они всегда сопровождают, вот, по крайней мере, ту растительность, которая в настоящий момент сформировалась, она сформировалась в результате периодического воздействия лесных пожаров в частности. И поэтому каким-то образом приспособилась, адаптировалась к воздействию лесных пожаров. И ущерб постепенно наша экосистема, она восполняет. Но во всем должен быть баланс. И когда огонь выходит из-под контроля человека, сгорает не только сухая подстилка из прошлогодней листвы, хвороста и валежника, мешающая пробиться к солнцу новым деревьям. Сгорают миллионы гектаров леса. И особенно страшна картина огромных черных провалов среди тайги, открывающаяся с высоты птичьего полета. Прошел пожар, растения уничтожаются, лес валится. И, пожары бывают верховые, низовые. Низовые пожары в основном по земле идут, и они поджигают главным образом лесную подстилку. А лесная подстилка – это тот органический материал, который накапливается годами на поверхности почвы и, сгнивая постепенно, обогащает почву
органическим веществом, ну, который называется почвенным гумусом. Вот для накопления 1 сантиметра гумусового слоя почвы на средней полосе, это не у нас, это даже на наиболее благоприятных условиях требуется до 1000 лет. Представляете, как медленно эта почва у нас формируется. Мы стоим на гаре, который появился в 2002 году, и видим, что у нас лиственница подросла, ну, метра 2-3, ну, и это очень редкое, в основном кустарничковое растение, березы. И такой лес, конечно, не сравним с лиственничным полноценным лесом по потреблению углерода, по защите почвы от солнечных лучей. И поэтому после пожаров почва начинает таять сильнее. Но мы сейчас покажем, насколько протаяло вот здесь, на этом месте, спустя... Мы обычно за динамикой наблюдаем, но спустя 20 лет сколько протаяло. Сейчас мы натурно покажем. На этом участке картинка в течение 19 лет, как это меняется, глубина протаивания. Верхняя кривая – это естественные условия, когда вот это, а вторая нижняя кривая – это на гаре. И как раз максимальное значение достигло 3,20 сантиметров, 3,20 метров, да? А естественные условия где-то до 2 метров протаяло. И за счет этого наводнения территории они могут разрушить инфраструктурные дороги и так далее. И газопроводы могут воздействовать из-за этих негативных явлений. Только за последние 10 лет каждое лето в Якутии число возгораний составляло от 1000 до 1500 по разным причинам. Сухие грозовые разряды, несоблюдение мер предосторожности при монтаже и установке электрооборудования и использование домашних печей. Рекордным по количеству пожаров и нанесенному ущербу считался 2012 год. Но 9 лет спустя огонь 2021 уничтожил более 18 миллионов гектаров. Тот ученый, который сказал, что пожары полезны, я отчасти с ним соглашусь, потому что пожар – это практически как санитарная работа выполняется. То есть где-то какой-то отпад, валежник и прочее сгорает. Это одна история. Но, конечно, когда идет уже неконтролируемо все это, и огромные силы пожара возникают в результате верховых пожаров, там уже сгорает дотла, там деревья остаются одни стволы, а то и стволы даже сгорают. Я могу в качестве примера привести, что в этом году вот для себя я увидел рекорд по распространению лесного пожара, который за сутки прошел 123 километра. Это в Кобяйском районе. Ну, представляете, за сутки 123 километра. Но что бы ни стало причиной неуправляемого огня, это не уменьшит отчаяние людей, в одночасье потерявших все нажитое не одним поколением. Жилища, дворовые постройки, сельхозугодья, домашний скот. Особо тяжелая обстановка сложилась в селе Бескёль горного Улуса. Из-за сильного ветра огонь перекинулся с разрушительной силой на хозяйственные постройки и уничтожил 32 двора, оставив без имущества более 170 жителей. Это случилось 7 числа. Покормив телят, шла домой.
Вдруг я услышала резкий шум, треск, поднялся сильный ветер. Я никогда с таким сильным ветром не сталкивалась. Несколько дней стоял дым, я зашла домой попить воды. В это время зашел МЧСник и сказал, чтобы быстро бежали, оставили все, взяли только документы под нашу ответственность. Главное – сохранить жизни. Бегите к трассе. Я позвала 2 дочерей, и мы убежали. С большим трудом остановлен пожар, охвативший окрестности села Тастах Намского улуса. Сильнее всего ударил огонь по 3 улусам Центральной Якутии, подвергшимся наибольшей горимости. Есть такой термин у пожарных. Это Кобяйский, Горный и Намский улусы центральной части Якутии. Не успел я, не взял это семя. Все сгорел. Дола сгорел. Не мог это, не успел я взять. И ничего не стало. Вот. То есть они убывают? Он без группы поедет. Секунду, инструктирую вас по требованиям безопасности. Огромная благодарность силам нашим коллег, поблагодарить Намское лесничество, Якутлесресурс Намского филиала, местных населений, военных, которые приехали помочь нам, МЧС России, которые из Подмосковья к нам приехали. Но прежде всего, самое главное, огромная благодарность получается добровольцам, которые приехали непосредственно помочь, которые работают по всей территории республики и обеспечивают, поддерживают нас в такой тяжелой ситуации. Задымленность была такой, что ее видели из космоса. Задыхалась не только Якутия, но и соседний Красноярский край и Иркутская область. Конечно, мы прогнозировали, что будет горимость в Вилюйской группе, мы прогнозировали. Но мы не прогнозировали, что будет настолько активна грозовая активность. Это никто не прогнозировал, потому что на сегодняшний момент грозопеленгации у нас в республике как такового нет. Раньше у нас стояла своя станция здесь, грозопеленгации в Якутске, в Мирном, потом в Амурке стояла. И это все отслеживалось. Допустим, прошла гроза, и вот эти разряды, они фиксировались, и мы примерно представляли, где прошла наиболее активные эти грозовые разряды. И уже там усилилось патрулирование, то есть более обращалось внимание. Потому что после этой грозовой активности пожары возникают еще в течение недели. Первыми реальную картину огня, уже зафиксированного со спутников, видят летчики-наблюдатели. Они-то и направляют группы десанта на ликвидацию очагов пожара. Но работа летчика-наблюдателя – это, в принципе, вся работа, начиная с портянок, одежды, сапог, заканчивая тушением пожаров, все это ложится на летчика-наблюдателя. Официально даже назначается, допустим, руководитель тушения пожаров, но практически, получается, все руководство ложится на летчика-наблюдателя. Но правила есть правила, инструкция есть инструкция. Они, конечно, руководитель тушения пожара назначаются совсем другие люди, но они все выполняют распоряжение летчиков-наблюдателей. Фактически летчик-наблюдатель – это первый человек.
пожароопасный период у нас, конечно, рабочий день получается как бы ненормированным. В любое время можем выдернуть людей, и пока руководство не даст добро, ребята не расходятся домой. Даже бывает там до 9, до 10, даже бывает сидим, ждем, когда там потребуются ли дополнительные силы. Если потребуется, то они в любое время они на машину, порт и на вертолет. На вертолет или в самолет, и все, они улетают на пожар. Главная сложность пожаротушения в Якутии – это то, что на огромных территориях в сотни и тысячи километров очень мало населенных пунктов и, естественно, самого населения. Плюс бездорожье и труднодоступные места, когда невозможно оперативно подогнать спецтехнику и перебросить пожарных. Зачастую руководство и хронически недофинансируемые противопожарные службы приходят к решению. Если затраты на тушение превышают прогнозируемый вред, то тушить такие пожары экономически невыгодно. Как бороться с огнем, когда до последнего времени на гектар леса выделялось 6 рублей? И как следствие, пожары уже бесконтрольно продвигаются все дальше и дальше. Гигантские облака дыма, уходящие в небо, несут не меньшую опасность. Дожди, пропитанные вредоносными для здоровья веществами, прольются за тысячи километров от пожарищ, заражая почву и воды. Естественный круговорот воды в природе становится бомбой замедленного действия, последствия которой будут постепенно сказываться на всем живом. Кроме этого, увеличение углекислого газа в атмосфере влияет на рост средней температуры на планете, нарушает баланс геохимического земного цикла и приводит к так называемому обезлесиванию, то есть к потере лесных массивов и ухудшению качества древесины. И самые большие пожары когда-то заканчиваются, оставляя после себя видимые даже из космоса выжженные территории. Но жизнь продолжается, и приходит пора подсчета ущерба и анализа. За пожароопасный сезон, можно сказать, ликвидировано общее количество лесных пожаров. Это 500, сейчас я вам дам цифру, 535 лесных пожаров на площади 3,3 миллионов гектар. Это общее количество и в авиационной, и в зоне контроля. 49 лесных пожаров были потушены в зоне контроля с целью снятия угроз населенным пунктам. Это по нашему северу. Вот. На площади 467 гектар. Дома на сваях и километры коммуникаций, опутывающих улицы, удивляют приезжих. А почему все трубы на поверхности? А ответ один – вечная мерзлота. Климатические особенности севера диктуют свои правила в строительстве зданий. На территории вечной мерзлоты, то есть на замерзших внутри земли грунтовых водах, не тающих сотнями лет, оно уже давно хорошо освоено. Но если мерзлота начнет активно таять, то что будет происходить с стоящими на ней сооружениями? И как влияют пожары на вечную мерзлоту? Ну, наверное, широкомасштабные природные явления, так же, как и естественные, которые происходят, вот о чем мы говорим при пожарах, и также, которые огромные разработки, они оказывают влияние на состояние многолетних мерзлых пород. Точно так же, как у нас изменяется климат с вами, он изменялся и будет изменяться. А поскольку мерзлота является продуктом климата и условий теплообмена на поверхности, то и, конечно же, мерзлота никогда не была постоянной, она всегда изменялась. Ее часто называют, или как мы говорим, вечная мерзлота. На самом деле это легкое слово или легкий термин. Он был, наверное, впервые сказан Петром Филимоновичем Швецовым, который подразумевал, что вечное – это век жизни человека. А у нас с вами на территории нашей с вами республики есть мерзлота, которая не оттаивала почти 2 миллиона лет. Наверное, сам по себе пожар и его тепловое воздействие, само по себе тепловое воздействие пожара,
оно не столь страшно, потому что оно, как правило, кратковременно. Если это длительные пожары, в которых идет догорание растительности, то, конечно, это есть и тепловое. Сильное влияние на мерзлоту оказывает изменение растительности. И вот нашими учеными, вместе с учеными Института биологических проблем крайолитозоны ведутся такие исследования. И совершенно четко установлено, что после происходящих пожаров, пожаров средней степени, это и верховые, и низовые пожары, у нас примерно в первые 8-10 лет происходит резкое изменение глубины сезонного протаивания, его увеличение и повышение температуры грунтов. Затем это начинает медленно восстанавливаться. Вот те восстановительные моменты, связанные с мерзлотой, да, примерно происходят за 70-120 лет. В настоящее время вот на эти условия, на влияние пожара накладывается и тот эффект, что у нас идет потепление климата и изменение, потепление, повышение температуры воздуха, которые мы отмечаем везде, и, конечно же, изменение режима выпадения осадков, режима и количества выпадения осадков, которые являются также важным фактором. Якутия – территория с самыми неблагоприятными на планете, сложными для жизнедеятельности человека природно-климатическими условиями. Зимняя температура на протяжении нескольких месяцев, ниже которой нет на обитаемых местах проживания человека. Разрушительное весеннее половодье, изнуряющая летняя засуха, ежегодные лесные пожары. С этими экстремальными природными явлениями невозможно не считаться, но необходимо готовиться к ним, чтобы минимизировать опасность для здоровья и жизни якутян и материальные потери для всей республики. Вот после пожаров вечная мерзлота вот, к прежнему состоянию подходит через 100-130 лет. Вот это уже установлено, и, конечно же, это и говорит, что как вот это в таких ситуациях вот нам жить на вечной мерзлоте. Да? И самое главное еще я хочу сказать, что после пожаров обычно люди думают, что вечная мерзлота начинает деградировать сразу. Да? Сразу. Там и риски, устойчивость теряют там, и так далее. Да? Вот эта вечная мерзлота начинает максимально реагировать после 5-го года пожаров. Вот восстановление леса помогает, очень помогает вот восстановлению вечной мерзлоты. Если появились вот эти древесные растения, тогда мы можем гарантировать, что эта вечная мерзлота, она будет сохранять вот этот свой статус вечный. И поэтому мы вот в разных участках, в разных районах Якутии вот имеем вот такие участки, где мы наблюдаем за развитием вечной мерзлоты. Ну, например, здесь вот восстановление идет, и как это восстановление идет. Обычно вот этот тренд вот восстановления вечной мерзлоты мы узнаем после 10-го года, после пожаров. Вот куда выведет вот эту нашу природную среду или вечную мерзлоту, да, вот в направлении к восстановлению или направлении к деградации, да, вот это вот мы узнаем вот после того, как мы это вот проводим мониторинговые исследования. Надо ли говорить о последствиях выгорания веками формировавшейся почвы, верхнего плодородного слоя земли, снабжающего растения питательными веществами, водой и воздухом для их полноценного роста и развития? Какие невосполнимые потери несет земля после пожара? Изменение рельефа земли, его растительного покрова влияет на всю экологическую цепочку, на весь животный мир. Раны, нанесенные земле огнем, когда-то заживут. Но последствия чаще всего такие. В тайге появляются огромные территории, напоминающие пустыни, так называемые песчаные тукуланы, возникающие из-за отсутствия корневой системы в земле
после пожарищ. В других местах, там, где корни деревьев раньше держали землю, не давая ей сползать в низины, образуются оползни и сели. В земных провалах образуются карстовые углубления. А вот на склонах, вот после пожаров, обычно наблюдаются оползни. Это связано с тем, что опять-таки солнечное тепло начинает глубже протаивать почвы, и над мерзлотой образуется, как сказать, избыточно увлажненный прослоек, который на склонах приводит уже к движению верхних слоев почвы в виде оползней. Вы, наверное, знаете, что в низовьях Вилюя между Леной и Амгой много песчаных пустынь, северных тукланов. И вот это каждый раз после крупных пожаров площадь этих тукланов увеличивается. И я жду вот этот пожар 2021 года тоже приведут к сильному расширению вот этих тукланов, пустынь. Добровольцы. Их были десятки тысяч тех, кто, оставив свои дела, пришел на помощь окруженным стеной огня населенным пунктам. Лопаты и ранцы с водой стали на время их рабочими инструментами. Я приехала из города Якутска, приехала добровольцем. И даже когда беда отступила, они продолжали работать. Теперь уже на посадке новых деревьев, восстанавливая экосистему республики. Ну что, в текущем году у нас народ объединился, да. Если мы ранее горимые года фиксировали, что порядка 5000 там, или 3000 человек тушили лесные пожары, это я имею в виду местное население, то в текущем году уже более 10 тысяч человек, то есть 10-12 тысяч человек. Мы еще высчитываем сейчас, и эта статистика неоспоримая. Народ сплотился, как сказать, это война без выстрелов, скажем так, да, и здесь мы общими усилиями и федерального центра, и республиканских лесопожарных формирований Авиалесохраны, Якутлесресурс, а также местного населения, добровольцев мы выстояли. Поэтому вот сейчас республикой, правительством Арсением Сергеевичем принято решение, конечно же, увеличение численности лесопожарных формирований. Мы это почувствовали все, да, что специалистов не хватает, и уже практически принято решение, чтобы и автономное учреждение Якутлесресурс количество было увеличено, и Авиалесохрана также было увеличено. Ежегодно во всей республике сотрудниками лесоохраны высаживаются миллионы саженцев. Работа волонтеров здесь неоценима. Люди выходят для того, чтобы взамен пустырей и заброшенных отработанных карьеров зазеленели вновь кроны деревьев. Ну, конечно, если брать в объемах всей республики, это, конечно, небольшое. Но если мы будем сажать ежегодно, потому что сажали, например, нынче в Нерюнке сажали, Горный сажал район, тоже большое количество саженцев. Вот мы сажаем. Поэтому потихоньку, и мы за несколько лет все-таки мы восполним. Ну, не сможем восполнить, конечно, всю территорию, которая сгорела, но будем стараться, чтобы все это как бы посадить всем этим делом и покрыть нашу территорию, наверное, все-таки. Вечная, нескончаемая борьба со стихией – это плата за жизнь на земле. Невозможно повернуть назад цунами. Нельзя предотвратить землетрясение, остановить ураган, сель или наводнение.
Природа живет своей жизнью, по своим законам. И человек пока еще не в силах противостоять стихии, в том числе и огненной. Но после любой природной беды он с упорством начинает восстанавливать утраченное и залечивать раны, нанесенные земле, на которой тысячелетиями жили его предки, на которой живет он сам и будут жить его потомки.